Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Сегодня в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан состоялось 17-е совещание министров иностранных дел азиатского диалога о сотрудничестве на тему «Новый, обычный, безопасный и здоровый туризм» в формате видеоконференции. На сессии состоялся обмен мнениями по основным направлениям взаимодействия в рамках деятельности диалога по сотрудничеству в Азии. С учетом пандемии новой коронавирусной инфекции главы делегации уделили особое внимание укреплению многостороннего сотрудничества в сфере экономики, здравоохранения и туризма в рамках диалога. В своем выступлении таджикская сторона выразила позицию нашей страны в различных направлениях сотрудничества в рамках азиатского диалога о сотрудничестве. В этой связи была подчеркнута актуальность принятия необходимых мер по адекватному совместному реагированию на возникающие вызовы и угрозы. По итогам работы сессии 17-го совещания министров иностранных дел был принят итоговый документ – Анкаринская декларация министров иностранных дел государств-членов диалога. Далее. Проведенные в Таджикистане по инициативе руководства государства республиканские конкурсы «Фуруги Субхи Доной Китобаст» и «Таджикистан – Родина любимая моя» создают фундамент для совершенствования кадрового потенциала, становления процессов творческого развития молодежи и подрастающего поколения, выявления новых талантов, обогащению и активизации художественного мышления, укрепления этнических норм, этических по воспитанию подрастающего поколения для духовного развития общества и защиты лучших традиций национальной культуры. В Таджикистане, согласно распоряжению президента Республики Таджикистан, были проведены республиканские конкурсы «Фуруги Субхи Доной Китобас» и «Таджикистан – Родина любимая моя», целью которых является пропаганда национальных и культурных ценностей, развитие творческих способностей, укрепление чувства самосознания, нравственной духовности. Данные конкурсы способствуют повышению уровня грамотности и просвещенности членов общества, прежде всего подростков и молодежи, воспитание у них чувства патриотизма, национального самосознания, уважения к истории и культуре таджиков, расширение научно-технического мировоззрения и развитие естественных и точных наук. Проведение данных республиканских конкурсов особенно повлияло на представителей молодежи, которые стали еще большее внимание уделять чтению книг, образованию и творчеству. На нынешнем этапе развития Таджикистана сферам науки и образования придается особое значение, потому что они играют ключевую роль в деле укрепления основ демократического, правового и светского государства. В наше высокоскоростное время цифровых технологий необходимо еще больше поднимать уровень образования и улучшать качество обучения на всех ступенях образования. Также усилить контроль за освоением учениками современных знаний, побуждать подростков и молодежь на чтение художественных и научных книг, укреплять их творческие способности. В связи с этим, с целью большего улучшения налаживания изучения естественных, точных и математических наук, а также развития технического мышления подрастающего поколения, 2020-2040 годы были объявлены 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук. Республиканские конкурсы «Таджикистан – Родина любимая моя» и книга «Источник знаний» создают фундамент для совершенствования кадрового потенциала, становления процессов творческого развития молодежи и подрастающего поколения, выявления новых талантов, обогащению и активизации художественного мышления, укрепления этических норм по воспитанию подрастающего поколения для духовного развития общества и защиты лучших традиций национальной культуры. Человек с древних времен стремился украсить не только свое жилище, но и участок вокруг него. А с развитием нашей цивилизации озеленение и благоустройство территории стало неотъемлемой частью городских улиц, приусадебных участков и дворов. Сегодня озеленение и благоустройство территории в Душанбе уже стало традицией, ведь растения не только радуют глаз, но и благоприятно сказывается на экологии и здоровье людей.
В рамках подготовки к празднованию 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан продолжаются мероприятия по благоустройству в городе Душанбе. Облик города меняется с каждым днем. Практически ежедневно в парках, скверах, возле жилых домов и вдоль обочин дорог высаживаются новые цветы, кусты и деревья. На балансе управления по использованию дорог города Душанбе находится теплица, в которой выращиваются сезонные цветы. Выращенные здесь цветы будут высажены вдоль городских дорог. В теплице работают опытные специалисты, которые разбираются в правилах посадки и выращивания растений, а также надлежащего ухода за ними, чтобы прекрасные сезонные цветы и зеленые газоны радовали жителей и гостей столицы. Обильное городское озеленение положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека, понижает уровень преступности, снижает риск детских заболеваний и повышает иммунитет. Это подтверждают научные исследования. Было замечено, что озеленение города в целом помогает расслабиться и уменьшить агрессию, что благотворно влияет и на психоэмоциональное, и на физическое здоровье людей. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. Мощный взрыв произошел в испанской столице. По имеющимся данным, не менее 3 человек погибли, также 6 человек могут быть ранены. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Калькутты. Праздник Сада – один из 4 праздников земледельческих народов, в том числе таджиков, который отмечается с древних времен. Причем тогда каждый период времени года имел свой собственный праздник. Сада – праздник зимы, Навруз – праздник весны, Тамуз – праздник лета и Мехргон – праздник осени. Тему продолжит Зумрат Файзиева. В период независимости праздник Сада был возрожден наряду с другими национальными обрядами и традициями. Его ежегодное празднование включено в законодательство страны. Предметом особой гордости для каждого из нас является то, что благодаря независимости возрождаются национальные традиции, обычаи и праздники нашего древнего народа. С каждым годом возрастает дань уважения к ним, поскольку эти праздники являются наследием наших предков, арийцев, и таджикский народ чтит праздник Сада как неотъемлемую часть своей тысячелетней культуры. Наши предки, отсчитывая 50 ночей и 50 дней до празднования Навруза, отмечали праздник Сада. Иными словами, Сада является подготовкой к празднику Навруз. Эти два древних праздника взаимосвязаны. Согласно историческим источникам, название Сада происходит от слова «сад», то есть 50 дней и 50 ночей до Навруза. В каждом регионе каждому празднику готовится свое особенное блюдо. Особым блюдом праздника Сада считается далда. Пшеницу, фасоль, нут и другие зерновые варят с кусками мяса несколько часов, пока оно не станет густым и наваристым. При подаче его приправляют зеленью и чакой. Это блюдо действительно получается очень вкусным и сытным, а по словам специалистов, надолго заряжает энергией и повышает иммунитет в зимний период. Обязательным атрибутом праздника является костер, который разжигают еще до наступления утра. Чем сильнее горит костер на праздник, тем лучше будет урожай, гласит одна из старинных народных примет. Практически все средневековые таджикско-персидские поэты, в том числе Фирдавси, Шахнаме, воспевали в своем творчестве Сада, Навруз, Тамуз и Мехргон. В последние годы все больше возрастает интерес к возрождению национальных традиций. Благодаря усилиям, которые постоянно прилагает правительство страны, часть из них, в том числе Шашмаком и Навруз, включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО, а древнее городище Саразм и национальный парк Таджикистана вошли в список материального наследия этой авторитетной организации. Празднование Сада в Таджикистане также будет предложен для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Стоит отметить, что правительство Таджикистана предложило в 2017 году парламенту республики проект поправок в закон о праздничных днях, в рамках которого 30 января отмечается как праздник Сада. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости.
По сведениям таджикских синоптиков, завтра, 22 января, погода резко начнет меняться. Причиной этому станет холодный антициклон, который вернет в страну снег и морозы. 22-23 января по всей республике ожидается снег в районах республиканского подчинения и Хатлони – дождь, переходящий в снег. Температура воздуха понизится до нуля и ниже. Столкновение волны южного тепла с арктическим воздухом обернется сильными осадками, метелями, гололедом, штормовыми ветрами. А на дорогах снежные заносы, накат и гололедица. В горных местностях районов республиканского подчинения, на южных склонах Гисарского хребта и по западу Горно-Бадахшанской автономной области ожидается сход снежных лавин. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!